Ну все, доброе утро. Время 8:30. Мы едем на радиостанцию Город ФМ. Ага. Не помню, что там. В общем, сейчас едем на интервью. Если честно, правда, о вас катастрофически мало информации. Кто вы, чего вы, откуда? Вот я из Чувашии, из Чебоксар, путешественник Никита Васильев, велопутешественник. Вот какая классная студия, большая. Одобряю. Быстренько. Самопрезентация. Вот, сейчас уже 2 года в дороге, 2 года в пути. Проехал всю Азию практически. Извини, можно еще раз иметь фамилию? Васильев Никита. Так, телефон выключил. Он у них включался. Если вы сейчас зашли на сайт городfm.net, смотрите радио онлайн и задаете себе вопрос, кто все эти люди? А они с удовольствием о себе рассказывают, потому что живут интересно. Именно поэтому каждый будний день с 9 до 10 у нас появляются в студии эксперты и еще и гости. Наш пятничный эксперт, наш персональный, личный психолог. Алиса Медведкина, доброе утро. Доброе утро. Алиса, как настроение? Как всегда, пятничная, замечательная, просто роскошная и великолепная. Восхитительно. Друзья, у нас сегодня в студии находятся еще и гости. И композиция про велосипед от группы Queen. Между прочим, Никита колесит уже 2 года. За спиной 33 тысячи километров. Скажи, пожалуйста, что уже успел посетить? Ну, как я это называю, это большое восточное кочевье. То есть вначале я уехал вниз по Волге, то есть через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, потом через Казахстан вернулся в Сибирь, через всю Сибирь на Владивосток, с Владивостока на Китай. Это уже 2-я зимовка получается. 1-я зимовка Средняя Азия, 2-я уже юго-восточная. Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, потом снова через Вьетнам, Китай, Тибет, Монголия и... Вообще приятно с вами познакомиться. Да, взаимно, мне приятно было, нам вообще классно так прошло. И какие-то новые сам в себе начал открывать, ну, вспоминать, нестандартно ты рассказываешь, как бы этот, что вот, я там проехал, да, а что-то как психология, все дела. Интересно? Вот так вот, хорошее радио, радио Город ФМ, 105,7. В Ижевске. Только Ижевск, да? Нет, еще Сарапул, Можга. А, чисто по городам республики. Да, без... И радиостанция хочет включить себя. Вообще несколько станций. Еще одна студия. Да, вот у нас небольшая фотостудия для переговоров. Вот, классно. Куча картин, фотографий. Например, вот эта серия здесь, она была сделана удмуртским художником Александр Чувашов. Он подготовил целую серию под названием «Город». Да, то есть некие символы Удмуртии и города Ижевска, то есть магнитофоны, которые производились. Да, вот, что это молодой достаточно город Крокодилы, но это история, собственно, с оружейным заводом, потому что оружейников из-за зеленых кафтанов называли крокодилами. Вот, ну, это просто такая какая-то абстракция. Ну, мотоциклы Иж, да, безусловно, одна из легенд. Ну и замыкает эту серию вот картина здесь находящаяся. Это Калашникова, да. Да. Да, а это студия продакшена, то есть как бы это тон-кабина просто и здесь режиссер. Нас записывают. Прямо круто сделано. Ну, я видела, что недалеко. Теперь к вам будут поставлять гостей. Так что хорошо, да. Ну все, давай, пока. Здесь теперь хорошо. Сейчас, в общем, идем на Спартакиаду, на Динамо. Там что, Спартакиада кого? Детских домов. Детских домов. Вот там чуваши приехали, говорят, сейчас идем за чувашей болеть. Ну, за всех будем болеть, но за чувашей особенно.
Приморский республика. Да. Нам тоже надо. Че, где Чувашия? Не знаю, сейчас нам покажут. Пермский край. Сейчас покажут. Покажете, да? Сейчас нам Ну. телевидение. Да. К Чувашам приведем. Здравствуйте. Вы из Чувашии тоже, нет? Да. Вот, мы тоже с Чувашии за вас болеть Да, приехали. вот, хорошо, давайте. Вон, флаг уже повесили. Да, вот. А нам сказали, что Чуваши приехали выступать. Да, Вот, надо вот, поболеть. вот. Да. Мы сами, я велопутешественник. Да? Я уже 2 года в дороге на велосипеде. Да. Вот сейчас в Удмуртию вот заехали, вчера приехали. Да? И как раз совпало. Ну, Вот видите как, ну, понятно. На велосипеде, да. да. На А? велосипеде приехали? Да. Они путешествуют. Велопутешественник на велосипеде. Сколько ехали? Ну, 2 года сейчас в дороге. Самый большой, сколько километров вы ездите? Ну вот сейчас 33 тысячи километров на велосипеде. Вот. Через Азию, через Китай. Сколько дней вы приезжаете на этом велосипеде? Но в день по 100 километров. По 100 километров. А сколько ехали еще сюда? А вам это не Вот 2 года. Вот сейчас домой еду уже. В Чебоксары. Чебоксаров уже вот 21 сентября будем. Да. А вы Чебоксар сами или от... Мы, нет, Чебоксары, Порецк. У нас 3 диска дома. Шумалинская, понятно. Порецкая и Чебоксарская. Чебоксарах? Ага. Просто если в Чебоксарах будете, может, это 21 сентября в Национальной библиотеке будет встреча? Да, да. Ага. Ну, я не знаю, будете, нет, не Ну, знаю. это приглашайте и придем. Ну вот, если что, если в Чебоксарах будете, не сложно, то можете прийти. Это во сколько? Это в 2:30 в Национальной библиотеке. Там как официальная встреча будет, там позовут. 21-го, да? Да. Хорошо. Вот вообще рад видеть так. Вот, сейчас сняли репортаж, записали чуть-чуть. Ижев? Да, и Ижевск Forever, да? Расскажи вон, про чем это. Там мы уже рассказали, вот. Давайте вместе. Фоткаемся все вместе. Давайте, да, кстати, сюда. Убери пакетик. Отлично. В понедельник вот А сколько надо было вообще? У вас такой 30. У нас 9 человек, мальчик в мини-футбол играет, все уже. А? А наши-то не играют пока? В общем, дело такое, сейчас девки в стритбаскет должны играть, а они, говорят, вообще не умеют играть. Пока снимают, делайте Давай. флаг. Чего? Давай, Настя, держи. Давай. Ей. Разгромите их. Сейчас девчонок взбодрим сейчас. Вон, вы смотрите, девчонки, как играют. Повторяйте потом. Да мне долго доходит. Чувашия! Нас снимают. О, все, есть пошло видео. Вот он, стадион Динамо. Спартакиада. И сейчас играет Мордовия и Чувашия. Никита с Настей должны болеть. Вот они как болеют. Оп. Есть, нету. Оп.
Чувашскому забили. И 3 очков, блин, перехватили. Так, волейбол, волейбол, на травку, на травку. Да, блин, перехватили. А, потеряла. Давай, давай. За вас болит. Что, выиграли? Покалечили еще потом. Так, ну, хватит, да, вас. Что, выиграли? Нет. О, ничего, выиграете еще. Тимур просто вас поддерживает. Чуваша, вперед! Ну-ка погромче. Чуваш! Да нормально. Я могу туда голову сорвать. Меня вообще в крышу сносит там на матче. Хоть чего, хоть футбол, хоть какие-то. Чувасы вперед! Ну, правильно. Еще раз, Тимур, скажи. Чувасы вперед! О. Все, за наших ребят поболели чуть-чуть, но надо идти тоже. Оставили. Молодцы. Здорово. О. Мы снова встретились. Музей Калаш. Третий раз уже, да, кстати? Привет, привет. Привет. Какие у вас большие сумаи. Дождь. У него высокий Где-то вот пост. там велики, да, можно поставить, говорят? Не знаю. Я вот нам сказали. Да, можно так поставить. Ну, Ничего не велики будет, у я ребят. думаю. Ну, просто я смотрю, для инвалидов немножко можно объехать, там, видимо, заезд будет. Да. Я скоро пошел. У них вещей раза в 1,5 больше, чем у нас. Ну, как интервью ваше прошло, расскажите. Да хорошо все. Интервью было. Сейчас еще и записали на сюжет, мы его внутри сразу. Каждого по покрышке. Не, у нас нам повезло. Ну все, в общем, мы в музей зашли. 150 рублей вход на человека. Там снимать нельзя, типа 100 рублей еще платить. Что за... Ну, это же музеи сами свою выгоду не понимают, да? Чем больше я сниму, тем людей больше захочется посетить его. Не понимают вообще ничего. Ну сейчас пойдем смотреть музей Калашникова. Тут еще пострелять можно, короче. Один выстрел 50 рублей. С огнестрелом. Здесь ничего не было, здесь была маленькая деревушка. Ничего не было. Чтобы прикрывать себя. Да, какой мешок маленький. 1812 года, по-моему, 15 года. Вот уже на войну с Наполеоном Ижевск разработал. Ой, В этом поменьше я она, стрелял с конечно. такой. В тире она поменьше. Это вот, потому что 63-го года образец. Конечно, она громоздкая будет. Но... да. Тири, наверное, это демо-версия какая-то. Ну, нет, не демо, она такая поперечная. А это уже Ну, Афгане. в форме. Сразу такое, они так. Да, такой именно.
такие были каналы. О, Абакан. Автомат Никонова. Я тоже всегда думала, что Абакан это только вот... Часто всегда спрашивают, что такое курьер, что это обозначает. Я говорю, наверное, там же ур и я. И вот такое. Вот это или это пистолет? Пистолет. Только возиться, да, как бутылкой можно напугать. Путевая область. Сразу капаешь. С этим давай. С калашником в обнимку нормально. Ну вот, Фотографируем. все, вышли из музея. Нет, ну давай все-таки. Иди к Калашникову. Ну что ж. Не, ну можно туда встать. Давай, давай. Я снимаю. Ты снимаешь? Ага. Ну что, ребят, прощаемся с вами еще. Как это? Не окончательно. А... Давай. Да, все. О, Тимурка. Шкет. Хорошо, Да, давайте, давай. Никита. Давай. Все, ребятам удачи опять. Мы тоже поехали. Всем привет, да, кого знает. Подожди, надо здесь Перчатки фирмы производства Беларусь. Это реклама, да? Трактор фирмы. Нормально. Хороший подгон вообще. Перчатки. Строительная, нормально. Ребята погнали домой в Брянск. Они едут из Владивостока. Да. Ну все, пока. Пока. Давайте, ребят, Счастливо. Пока. Они поехали. С палатками там мы поехали. Что говоришь? С палатками поехали. Палатками, конечно. Такой сегодня движниковый день. В 8 утра начали день, уже время там час. Уже утомились? Ну не утомили, так приятно такая усталость. Да надо уже там где-нибудь пообедаем, потом где-нибудь пообедать и нормально будет сила. Уже в музей успели сходить, продуктивный день. Хорошо. Я даже пост не могу ВКонтакте сделать в Инстаграме, потому что это значит насыщенный день, если у меня даже нет сил что-то писать. Да. У меня тоже бардак, поэтому не знаю, что. Вон, пришли к Илье в гости. Илья корреспондент, ведущий, журналист телерадиокомпании «Моя Удмуртия». Всего. Здорово. У меня есть бублики даже, так что все. С чем будете, с шоколадом или с медом? Чай? Да. С чем хочешь? Ну, да, можно, наверное, шоколад. О, у меня такая же моделька есть. Вон. Чайка. Вы приехали вчера, да? Да, вот вчера вечером приехали. Вау, фигурки разные. Чего? Сегодня уже утренний эфир. Чуть-чуть слить и добавить холодильник. Да. Ну, чай сидим. прям. Ай, Тимур, вот сюда раз на радио присядь, пьем пожалуйста. Дальше попробовать путешествие уже вдвоем, не одиночное, а вот такое вот парное путешествие. Так что я его, наверное, самый большой сувенир путешествия, который он везет домой. Сколько вы уже вместе едете? Мы едем 2 месяца, потому что я присоединилась к нему в Барнауле, там нам очень сильно помогли с велосипедом, подарили его ребята. И оттуда вот мы уже вместе, получается, 2 с лишним месяца проехали около 2500 километров вместе до Ижевска.
Мне, кстати, можно, если сделать ремонт, то спокойно все. Квартира, Всё, музей. Нет, сразу все в музей, Да. нормально. Да вообще классно, мне вот нравится такое. У нас так вот на Алтае было Всё здорово. времени. Жили также там. Тихо. Тихо, Тима. собирает, все, что видит, собирает. Присаживайтесь, я посмотрю, как нам будет. Ну, я уже Лучше. Это, кстати, вот с «Эхо Москвы» началась моя там любовь к радио. Да? Единственная радиостанция новостная, которая была у меня в Улан-Удэ, я там училась. Полюбили. Да, я Тихо, Тима, Тима, осторожно, ты чё? одевайся. Тима, Одевайся. меня убить хочет. Нет. Да, сейчас музей. Ну все, закончилось. Еще одно интервью. Попрощались. А? Никита, говорю, хоть видео снимает, записывает в перерывах между интервью. Прикольно, да, засняли? Все, сегодня с интервью все, да? Да. В общем, Да. сейчас едем в музей А, национальный. нет, еще будет синхрон для радио Дам записывать в 3 часа. Где? По телефону будут звонить. А, хорошо. Вот, сейчас музей национальный. Да, нам, значит, надо быть в 3 часа обязательно в этом. А, значит, Степа Где-то отменяется. встретиться. Нет, мы... Ну, попозже, да? Да. В общем, сейчас в национальную библиотеку удмуртскую. Не библиотеку, Ой, музей. музей национальный. Это жесткие дороги. Все, давайте через час встречаемся здесь же. Все? О, как классно у вас. Вот нас Маша встречает. Тоже в музей. Привет. Настя? Вот. Я думала, у вас тут толпа. В 1827 году закончено тут- строительство. Вот это здание. Да, вот. Специально для Ижевского оружейного завода, чтобы здесь хранить оружие. Мгм. Вот, до 100 тысяч единиц оружия сюда входило. Ничего себе. Чисто охранялось все, да, тут хорошо. Да. Вот, музей носит имя Кузибая Герда. Вот его памятник. Это ученый, поэт, этнограф, фольклорист. Вот из среды сам удмурт по национальности, вот изучал удмуртов. Ничего себе. Еще яблоня такая здоровая у вас тут. Какое-то время он был директором нашего музея, поэтому наш музей носит его имя. Здорово очень. Здравствуйте. Так, давайте снимем. Поснимать можно? Ну там 100 рублей просто надо платить. Ну, мы так сняли. Вот здесь у нас находится экспозиция природы Удмуртии. Ну, Вот мама. это новая экспозиция, недавно только открылась. Мне нравятся вот эти, Я тоже очень люблю. эти, ну вот эти животные, где флора, фауна, регионы, вот эти я люблю. Вот это у нас отражение палеонтологии. Каменелое дерево. Вид чистистого носорога. Настоящий? Или этот? Дерево настоящее, это Он, пляж. ну, он здесь обитал, да, вообще? Да, вот он настоящий, здесь представлен. Это настоящие кости, а это копия, да. Вот эти животные, которые можно трогать, тоже времени. Семечки. Ну, идут разные комплексы животных. Разные сферы. Да. Мы видели ласку, кстати, вот этого видели. И
вживую видели? Дорогу перебегала. В городе? Нет, этот, граница Пермской Свердловской, где мы ехали, там дикие Там по места. гравийной дороге ехала. И этого сбитого видели, вот так, вот этого, по-моему, хорька. Сбитого, бедного. Такая классная, так по Сергусу выглядела. Вот так. Вот здесь можно взвесить, вон сколько весит, потрогать, короче, вот норка, вот сколько она весит. Я первый раз такой музей вижу вообще, чтобы можно было потрогать примерно, сколько она весит. Орел такой, не перекинь. Куница, 800 грамм. Вообще классный музей. Хорек, горностай, чуку легенький он. Ласка вообще 40 грамм. А, это вот это, да? Ласка получается мелкая. Эти. Да, это ласка. Это хорек, наверное. Ой, не, хорек это. Ласка там. Африканская норка. Не, по-моему, что-то типа это. А, не, вот та длинная. Но эти тоже длинные. Интересно, смешные. Вот это такое, что вообще здорово. Выдра, да? Ага, речная выдра. О, ось. Ну да, здоровый такой. Всегда в музеях заходишь, смотришь. Он всех музеев. Ну, здорово здесь музей. Юный археолог. Здесь можно раскопать скелет плезиозавра. Вообще здорово. Мне нравится этот музей. Все есть практически. Ну, не знаю, я такого не видел, чтобы можно было копать или можно было взвесить белочек. А его что, прям можно... Он прям... Этот полный скелет. Ну, Полный скелет, да. Ну там, вот где заканчивается скелет. камень, да? Да, А, вот так из камня как Так. будто. да. Прикольно. Я прям забавно. Закопаем опять. Песочница Настя дорвалась. Я же тоже, если так брала, все уже вокруг выкапывают. Вот здесь даже можно медведя потрогать. Вот можно все потрогать. Тактильное ощущение здесь. Ну. Вот у Маши уже отдел начался. Это её. В данной археологии люди на территории Удмуртии появились в эпоху мезолита. Вот 8 тысячелетие до нашей эры. Это основной. Вот такие вот находки. Граниты, которые люди использовали для жизни, для всего. И сразу Ижевск основали, да? Нет, еще очень долго до Ижевска. Вот потом неолит является производящих. А что Чебоксары там не сделали? Дорисовать надо. Чебоксары не нарисовали. Маркеры надо дорисовать. Чебоксары, как никто не знает, Чебоксары. Булгарского населения. Я была этим летом в музее в Болгарии. Вот как раз там такие же точно подвески представлены. Вот как раз это культурный обмен Ну да. был. Вот, а вот эти вот утиные лапки, они считаются как раз финно-угорским компонентом. Культура считается такой как раз золотым веком удмуртской культуры. И центром этой чепецкой культуры было городище Иднакар. Может, вы даже слышали, у нас в Глазове. Удмурты даже называются ледниковым краем. Ну, уже сказали, да, вам. Такой сигнальный инструмент. Да.
Прикольно, первый раз такой вижу. Вот при въезде в каждую деревню такой инструмент располагался. Вот если выдрывать рейки, тоже там тоже видно. Кто-то приезжал, когда мог поиграть, и вот сообщить осталось местом обитания Варшуда. Это такое божество, которое охраняет семью и большой род от всех несчастий. Вот этот Варшуд сидит в таком вот коробе, варшудный короб называется, и вот этот короб хранился в такой коле. Вот запрещалось место, да, такья называется. Такья? Такья? Похоже. Да. Это, нет, это называется скальна, или скалка, скальница. Вот она используется для намывки ниток на шпульке. Маме помогает. Да, да, уже в 3 года вот девочка могла помогать маме, как только да, научился каждая девушка должна была с собой принести как приданное в дом мужа. Вот полок вешали над кроватью, он как бы закрывал личное пространство, огораживал мужа и жену от всех. Можно было туда спрятать личные вещи, можно было взять его с собой в поле, как палатка тоже красивая. Вот, и вот изготовлению полога уделялось особое внимание, когда его делали, его вывешивали во дворе, сажали под него детей маленьких и давали детям закалки в тарелке. Бисермяне. Да. Чуваши. Муцкие. У них тоже такая вот шапочка, шею закрывают белым платком, и шапочка кашпу называется, как чувашская хашпу тоже, с подбородочным таким украшением. Надо к ним заехать на велике куда. По северу вообще по Удмуртии хотела путешествие сделать. Было бы здорово. Береста вот так сшивалась особым образом. Красивые такие. И обшивалась тканью, монетами, бисером, бусинами. Да, вот чем больше этих украшений, монет, тем девушка считалась богаче. И вот эти украшения маниста передавались по наследству, старались вот, девушку так красиво одеть. Мне нравятся такие костюмы, которые жут. А еще он был достаточно тяжелый, и высотой мог быть до 30 сантиметров. Вот, и сверху еще покрывался таким тяжелым платком бархатным с бахромой. Вот эта бахрома спадала на лицо. Ну, по-разному, в зависимости от количества монет. Вот 2 килограмма можно было. Вот это все весело, вот и монеты, и все украшения. Что говорить? Ну скажи вот этот. Удмуртия считается родиной пельменей. По-удмурски пельмень называется пельнянь. Пель это ухо, а нянь это хлеб по-удмуртски. Вот и в русском языке слово пельмень из финно-угорских языков попало. Вот такая. Вот так вот. Так что это совсем не русское слово. У русских все взято из других народов. И тюркских. Много слов. А тут вот пельмени, удмуртские пельмени, пельнянь. Это просто людям, которые не знают, что Россия состоит не только из русских, а из других народов, с которых русские как раз много всего переняли языков. Табани, это такие блины, лепешки. Костюм пчеловода, одежда. Все, сейчас идем мотоциклы смотреть. Ишь, дождик пошел кайфовый. Ой, ребята сейчас едут. Короче, Настя, это хочет. Таня, сегодня фотосессию ты хочешь? Сегодня? Да. В Ижевске с 1933 года начинается история. Вот, был специально построен мотозавод Аксион
сейчас он называется Мотозавод Аксион Холдинг. 1 мая 1933 года появился и начал такие вот мотоциклы выпускать. Иж-7. Вот с этим мотоциклом тоже связана история. Первый женский мотопробег в Ижевске был сделан на таких вот мотоциклах в 1936 году. Женщины Ижевска, 15 женщин, мужья которых работали на производстве, с которыми сами были с Тарванов. Ориентация была армия. Вот одновременно с Иж-1 было разработано еще 5 моделей, Иж-1, Иж-2, Иж-3, Иж-4. Они все доехали до Москвы в 1929 году, поучаствовали в мотопробеге. Вот, но в 1929 году завод получил. Что, удобно? Да, мотик, скоро пересяду на мотоцикл, я буду путешествовать. Буду мощь чувствовать. Чувашские мотопутешествия. Не, мы видели тоже мощь, конечно, но можно на таком. Тут даже на спидометре надо скажем. Вот это точная копия немецкого мотоцикла ДКВ. Раньше чертежи можно было вывозить немецким, советским. Разрешалось советским людям вывозить чертежи. Это типа как дань, да, была? Трофейная. И вот точно копию сделали. Но мощь, конечно, нормальная такая. Поездить бы на нем, вообще завести бы. Военная техника, появляются разные цвета. Это двухместный. История, можно было такой мотоцикл с коляской использовать. Вот появляются амортизаторы, телескопическая вилка, мотоцикл Планета Спорт. Переделанный в таком стиле, красное на черном. Тюнинговая уже. Да. Ну, в музее меня внезапно, конечно, кончилась зарядка. Вот, прервалось. Я еще прям это понадежали. Не взяли никаких этих пауэрбанков. Ох, сегодня день тяжелый. Ну как тяжелый, насыщенный, нагруженный, классный. И вот пришли в гости к Ане. Аня, помаши сама себе, потом на видео будешь смотреть. Это Аня моя одна из самых частых и преданных зрителей. Аня, наверное, все знают в комментариях. Да, Аня Костенкова. Вот. Будете привет ей тоже передавайте там в комментариях. Не обижайте, не ругайте. Не, никто не обидит, ты чё? Да, вот. Вот сейчас на краю города, на краю Ижевска практически. Вот. День сегодня вообще. Ну, ради такого можно. Ну вот, нам Ксюша пришла домой наконец-то. Дождались, она подарила мне открытку, ну нам. Вот. Признались мне в любви. Спасибо. Спасибо, Ксюша. Пожалуйста. Все, на память. Как от дочки получил прям. Все? Дарила, Аня? Спасибо Я большое. буду ждалась, она так ждала. Да. Я. Если тебя подарила. Вместо меня подарил бы его. Прошло 3 часа. Не надо больше. Ну, покрути его. Можно еще меня другие Ну, ночной спиннер. О, Можно другие цвета. Ну, всё. Аня, у нас фотограф, вот показывает нам. Понятно. образцовую фотосессию Да. свадебную показывала. Вот если Аня говорит, на нашу свадьбу тоже Да. придет, даже говорит, Приедет даже. да, приедет, как гости, как
Фотограф гость. Мне очень весело, чтобы съехать. Если Пока. Хорошо. До свидания. Давай. Ксюша тут с зайчиками играет. Никита просвещается, читает очень умную книжку. Какие-то картинки голыми людьми, покажи. Да никакую не умную вообще. Просто взял. Ай-яй-яй, Никита, Никита. Смотрите, что у меня есть. Пони. Вот. Пони? Вот. А тут даже... Вот. О, Можно ставить. пони есть. Ты игрушку-то ломаешь, Никита. О, как эта вещь прикольная. А это мне надо. Вот. О, Радуга. Мне папа купил вот это. да? Мгм. Такая музыка. Вот, смотрите, у нас шашки свои. Два магнитные. А, шашки? Ты умеешь в шашки играть? Да. Хочешь сыграть? Меня... У тебя сколько срок? Все остальные. Меня девочка 4-летняя выиграла. 5-летняя выиграла. В шашки, я в шашки уже 100 лет не играл. Да ладно. Ну ладно, это я отмазываюсь на самом деле. На самом деле отмазываюсь. Сколько Никита съел? Сколько все? У него всего лишь 5. Вообще все, что ли, ты съела? Ага. Обалдеть. Классно. Вот так вот. Вот вроде бы с виду. Ксюша, что сейчас будет? Расскажи, что сейчас будет. Что сейчас будет? Будет читать. Кто будет читать? Никита. Вот это вообще серьезная Вот, подготовка. Будем сейчас На аудио записывают. Будем на видео. сейчас сказку рассказывать. Было. Про... Кто там? Рассеянного с улицы Бассейного. Вот такой рассеянный. Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему не ваши. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок натянул себе на... О, правильно. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. А однажды на трамвае он ехал на вокзал. И двери открывая, вожатому сказал: глубоко уважаемый, вагоновожатый, вагоноуважаемый, глубоко вожатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвая вокзай остановить? Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции. А потом, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж. О том, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон, готово, уложен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзинка, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный разъяренный
взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж. Картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик, 15 номер, везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзинку, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша, на станции. Согласно багажной квитанции, у вас получили. От вас получили багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти. Все, дальше?